Всероссийская олимпиада школьников – это очень важное событие для ребят, которые стремятся попасть в лучшие вузы нашей страны. Интересно, кому в этот раз удастся набрать максимальное количество баллов по обществознанию? Гора новостей на региональном этапе. Набравший большее количество баллов отправится на всероссийский этап. Здесь, в Башкирской республиканской гимназии-интернате номер 1 имени Рами Гарипова, школьники, которые уже успешно прошли школьные и муниципальные этапы. Они знают, как достичь высоких результатов. Тут только те, у кого по обществознанию реальная пятерка. Маша, расскажи нам, пожалуйста, как ты готовишься к Олимпиаде? Я готовлюсь к Олимпиаде уже несколько месяцев. Я читаю сборники, и мой преподаватель проводит со мной консультации, где мы разбираем прошлогодние задания. А сколько часов в день ты уделяешь на это? Всегда по-разному, но я стараюсь по часа 2 в день заниматься регулярно. Зачем ты участвуешь в Олимпиадах? Я участвую в Олимпиаде, чтобы испытать свои знания, чтобы успешно сдать экзамены и поступить в дальнейшем в вуз. Регламент проведения Олимпиады очень строгий. Сначала каждый школьник проходит регистрацию. Волонтеры – это студенты Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Сверяют по паспорту, что отвечать на задания пришли именно вы, а не сосед по парте. В аудиториях олимпиадники сидят максимально соблюдая дистанцию, так что списать точно не получится. Да и шпаргалки тоже вряд ли получится принести с собой. Что можно брать с собой на Олимпиаду? В плане предметов или… Паспорт, ручки. Вот это весь набор олимпиадника, который вам пригодится. Вот этим вы не воспользуетесь, вот этим вы не воспользуетесь, потому что будете сидеть в напряжении, там, ждать, и, скорее всего, это бесполезно. Но на всякий случай возьмите. Сколько длится Олимпиада и сколько примерно заданий там ожидается? Все зависит от тура. В первом туре, как правило, одно творческое задание, либо работа с текстом, поэтому количество варьируется от 3 до 5, в зависимости от сложности. В этом году почему-то время сократили. Какие самые сложные задания, на твой взгляд? Лично для меня задачи всегда были сложными. Но это понятное дело, потому что там надо знать, как решать. В теории тебе может либо повезти, либо нет, ты ее зазубрил и живешь со спокойной душой. А задачи там уже все зависит от тебя. Перед непосредственным выполнением задания ребята проходят инструктаж о том, как заполнять бланки с ответами и как лучше распределить данное время. После чего все лишние люди должны покинуть аудиторию. Даже съемочная группа «Горы новостей» не смогла понаблюдать за ходом Олимпиады. Ну, ничего, правило есть правило. В кабинетах остались другие камеры, которые строго фиксируют весь процесс, исключая возможность подсмотреть, пока учитель не видит. Техника видит все. Перед ребятами сейчас стоит очень важное задание – пройти региональный этап и выступить на всероссийском, показав себя и свою республику в лучшем виде. Карина Фазлиева, Руслан Бикбаев. Специально для Горы новостей.